Мы часто слышим, как пожилые люди, которые многое повидали в своей жизни, говорят: «Дитя мое, здоровье – это главное богатство. Если у тебя есть здоровье, будет и все остальное. В первую очередь моли Бога о здоровье, а остальное постепенно приложится». Мы понимаем, что продолжительность жизни в какой-то мере связана с физическим здоровьем. Но оказывается, в жизни бывают такие моменты, когда человек говорит Богу: «Было бы лучше, если бы заболел я». Вы спросите, когда это случается? Это происходит, когда на наших глазах чахнет наш любимый ребенок. Не правда ли? В такой момент мы начинаем вопиять: «О Господи, пусть лучше заболею я». Мы забываем о себе и дежурим у постели больного, не смыкая глаз ни днем, ни ночью. Мы и плачем, и страдаем вместе с ним. В сегодняшней передаче мы поговорим с людьми, которые в своей жизни пережили именно такую ситуацию. Меня зовут Акылбек. Я приехал из Нарына. Мою супругу зовут Бермет, а нашего старшего сына Улан. О цели нашего приезда пусть расскажет Бермет. Мы расскажем о том, что случилось в нашей семье. Наш старший сын заболел в мае 2004 года. Но, как оказалось, он уже был болен, а мы этого не знали. До этого он много болел, и мы не раз ложились в больницу. Однажды утром он не смог встать с постели. Когда я спросила, что у него болит, он ответил: печень. Мой муж в это время был в Бишкеке, а я осталась дома одна с детьми. Я взяла сына и повезла его в больницу, чтобы проверить. Врачи обнаружили у него в печени опухоль, и в тот момент мне стало очень плохо. Я хотела забрать своего сына и сказала врачам, что они ничего не знают, и поставили неправильный диагноз. Мне говорили, что его нужно срочно ложить в хирургическое отделение, но там не оказалось врача. Он был в командировке. Это была пятница, а хирург должен был приехать только в понедельник. Мой сын мучился от невыносимых болей, а возвращаться домой нам нужно было пешком. Я стала упрашивать врачей, чтобы они дали ему хотя бы обезболивающие таблетки. Но мне ответили, что без назначения доктора ничего дать не могут. И только сказали: «Как-нибудь потерпите до понедельника, и тогда приходите». Мы с сыном добрались до дома, и он сразу же свалился в постель. Часов в 5-6 мой муж приехал из Бишкека, я ему все рассказала, как у сына заболела печень, и мы пошли в больницу, как проверили на УЗИ, и что у него в печени обнаружили опухоль. Но я сказала, что не верю в этот диагноз. Мы решили утром отвезти его в Бишкек. Я попросила врачей дать нам направление, но они сказали, что мы можем и так ехать. Его обследуют. После ужина мы хотели пойти спать, как вдруг увидели, что наш сын потерял сознание. Мы пытались привести его в чувство, но он не приходил в себя. И тогда мой муж срочно отнес сына в машину. Мы повезли его в Бишкек. По дороге до самого Долонского ущелья наш сын очень мучился от боли. В какой-то момент мы уже думали, что он умер. Мы молились, оказалось, что он спит. К утру мы были в Бишкеке. Мы приехали в больницу в микрорайоне Джал, а по дороге у сына начался понос. Врачи сказали, что это дизентерия, и отправили нас в инфекционное отделение. Анализы показали, что это не так, и нас перевели обратно. Там еще раз провели анализы и поставили диагноз эхинокок. К этому времени у него начали опухать живот и ноги. Из-за того, что у него был низкий гемоглобин, его готовили к операции 3 дня. Но врачи беспокоились, что печень может лопнуть, если это эхинокок. И повезли его на операцию.
Через некоторое время врач, я не помню его имени, вызвала нас к себе. Когда мы вошли, он сказал, что было бы намного лучше, если бы у нашего сына был эхинококк, и печень лопнула. Но у него рак печени. Нас перевели в онкологию. Мы ждали еще 3 дня, пока будут готовы анализы. Также у сына взяли на анализы отщип тканей печени в 3 местах. Сказали, что результаты придут через 5 дней. Все это время мы были в больнице. Анализы показали, что его печень, почки и легкие были поражены раком 4-й степени. Тело сына продолжало опухать. С каждым часом ему становилось все хуже. Мой муж оставил нас в больнице и поехал в Нарын проведать остальных наших детей. Меня вызвала к себе заведующая отделением Дамира Байзакова. Она сказала, что они ничем не могут нам помочь, что, возможно, ему осталось жить 7-8 дней. Это был июнь месяц. Было очень жарко. Если он здесь умрет, сказала она, то его тело начнет очень сильно вонять, поэтому постарайтесь поскорее увезти его отсюда. Мое сердце сжалось от боли, я стала плакать. Когда я пошла в палату и села, вошли какие-то русские люди. Это были мужчина и женщина. Они стали спрашивать, какая это палата. Находится ли здесь мальчик по имени Улан? Мы хотели бы помолиться, сказали они, потому что Бог направил нас сюда, и мы должны помолиться за него. Я ответила, что я тоже верующая, и мы стали разговаривать с ними. Потом мы молились примерно 1,5-2 часа. Я даже не заметила, как пролетело время. До этого я никогда так не молилась. Потом они дали моему сыну маленькую Библию и ушли. Я сразу же вышла за ними, но они исчезли. Позже мне стало казаться, что это были ангелы, потому что мы лежали в конце зала. И для того, чтобы выйти на улицу, им нужно было пройти 7-8 палат. Потом приехал мой муж, но прежде чем я рассказала ему о состоянии сына, врачи сообщили ему об этом. Меня вызвали и спросили, сколько у меня детей. Я ответил 5, а это мой старший сын. Тогда вы должны знать, сказал врач, ваш сын находится в тяжелом положении. У него рак. Такой болезнью заболевает 1 человек из 1000. Ваш сын уже не жилец. Из Германии пришли результаты анализов. Печень, почки, легкие, внутренние органы поражены раком, и он уже в безнадежном состоянии. И я сказал ей, я верю в Бога, и мой сын не умрет. А она ответила, что она не Бог, и попросила побыстрее увезти сына, так как ему осталось не больше 5-6 дней. Я поехал домой и стал молиться. И Бог проговорил мне, веришь ли ты в жизнь вечную? Если веришь, то зачем страшишься? Если твой сын умрет, то будет со мной. Если не умрет, то останется с тобою. Тогда я получил глубокое утешение от Бога. И когда Бермет услышала об этом, она тоже утешилась. Но потом мы пришли и рассказали об этом Улану, а он ответил, «Папа, я не умру. Только увези меня отсюда. Я не умру, я исцелюсь». Мы говорили, «Господи, какова бы ни была Твоя воля, мы согласны принять ее. Если хочешь, забери. Если хочешь, оставь. Мы смиряемся пред Тобой. Как Ты повелишь, пусть так и будет».
Хотя мы можем сказать, как Акыл Байке, у меня нет другого выхода, как только смириться перед Божьей волей. Бог дал, и Бог имеет право забрать. Но очень трудно выразить, какие чувства стоят за этими словами. Жизнь твоего ребенка висит на волоске, а ты не в силах ничего сделать. Везде, куда только можно было, ты обратился. Все, что только можно было сделать, ты сделал. Достал все необходимые лекарства, но результата никакого. Как бы ты ни держался за своего ребенка, как бы ни прижимал его к своему сердцу, смерть неумолимо готова вырвать его из твоих рук. Все твои надежды обрываются, душа изнывает, и ты, сжимая голову руками, жадно ловишь каждый стук его сердца, так, как будто никогда его раньше не слышал. Так мы уехали из больницы. Как только мы выехали, мой сын стал говорить, что он исцелился. Здесь было жарко, и мы поехали в Балыкчи. Через 2-3 дня он стал мочиться, хотя до этого у него уже не функционировала почка. К тому же ему кололи очень сильно действующие препараты. С того дня его опухоль стала исчезать. С каждым днем ему становилось лучше. И через 15 дней он уже мог подниматься на ноги, а потом стал ходить. Тогда ему было 13 лет. Он пережил очень тяжелые страдания. Но Бог исцелил и поставил его на ноги. С того времени прошло 9 лет. Я очень благодарен Богу за то, что Он исцелил нашего Улана. Что удивительно, когда заболевает ребенок, ты все бросаешь ради него. Ты делаешь все, чтобы только он смог выздороветь. Но если Бог не исцелит, ты ничего не сможешь сделать. Мне действительно было очень тяжело. Внутренности обвисли и стали очень сильно болеть. Утром, когда стало совсем не вмоготу, меня повезли в больницу. Когда я встал, у меня было головокружение. И было так плохо, что хотелось просто рухнуть на землю. В тот день я зашел домой и лег в постель, а потом я потерял сознание. Нельзя сказать, что я просто уснул, но говорить, что это была кома, тоже будет преувеличением. Было ощущение, что меня просто не стало, как будто я закрыл глаза, и когда открыл их, то казалось, что мы уже едем на перевале Далон. Только снова я закрыл глаза. Открываю, а рядом сидел доктор и что-то писал. Еще раз моргнул, и я уже лежал после операции в реанимационном отделении. После этого я еще 2-3 раза приходил в себя и снова отключался. Я помню эти моменты. То мама окажется рядом со мной, то папа. Потом я услышал, что папа уехал на рынок. Потом снова оказалось, что мама находится рядом со мной.
После операции я не чувствовал своего тела, не чувствовал никакой боли. И когда нас перевели в онкологию, я помню, как пришли 2 человека и стали молиться за меня. Я помню, как почувствовал влияние Святого Духа. Я почувствовал тепло в своем теле, как что-то живое наполнило меня. В самом начале я думал, что это были простые люди. Моя мама сразу же вышла за ними, они исчезли, хотя коридор был очень длинным, и наша палата находилась в самом конце. Мама вышла и не смогла найти их. После этого я стал думать, что это были ангелы. После их молитвы у меня появилась уверенность, что я буду жить. Мне было трудно осознать, что такое смерть. Я думал, как Бог может забрать меня, если я такой молодой? Ведь я только начал жить. Только в тот день, когда нас выписывали из больницы, я узнал свой диагноз. Папа сказал мне, вот такой диагноз тебе поставили. Они говорят, что ты умрешь. Мы ничего не можем сделать, только доверить твою жизнь Богу. Мы с отцом помолились наедине. То ли наша вера оказалась сильной, а может быть, это была воля Божья. Но после выписки из больницы я очень быстро пошел на поправку. Я думаю, это была Божья воля. Это совершилось ради славы Божьей. Мой сын не мог ходить. Я занесла его в палату и уложила в постель. А потом пошла к врачу. Нам сказали, чтобы мы забрали справку о выписке. Но оказалось, что врач уехала в аэропорт за лекарствами. Из-за этого мы задержались еще примерно на час. После этого я вошла в палату и увидела, что лицо Улана очень изменилось. Я не могу этого передать словами. Он был очень радостным и стал говорить: «Мама, я исцелился». Я спросила: «Как ты исцелился?» А он говорит: «Появилась какая-то огромная рука и прикоснулась к моей печени». Я подумала, наверное, Бог услышал нашу молитву и исцелил нашего сына. Мы выехали из больницы с большой радостью, что он будет здоров. Но так как мы простые смертные, у нас возникали сомнения. Мы настороженно следили, что же с нами будет завтра. Из больницы мы направились в город Балыкчи. Мой муж решил съездить на Нарын, чтобы привезти какое-нибудь животное, принести его в жертву и помолиться о Божьем благословении. Но мы уговорили его задержаться на 7-8 дней. Казалось, что если он уйдет, что-то может случиться. Потом люди стали советовать отварить для сына красных лягушек, что это поможет исцелиться. Я подумала, что может. Это действительно поможет, и стала искать этих лягушек. Я попросила одну нашу родственницу, чтобы она порасспрашивала, и купила их. Но их нигде не было. Не знаю почему. Может быть, это было не то время года. Но эта родственница продолжала искать и все-таки нашла 4-5 лягушек. Я стала кипятить их в миске. Из 1 литра вышло всего лишь около 2 больших ложек бульона. Я сказала Улану: «Это бульон из говядины. Глотни для здоровья». А он мне ответил: «Ты даешь мне лягушатину, но Бог уже исцелил меня». Мне показалось, что Бог обличает меня через моего сына. Неужели у нас нет веры, как у малого ребенка? С того времени мой сын начал поправляться, стал самостоятельно ходить, даже стал купаться в озере. Так Бог через сына пробудил мою совесть и обличил меня в сомнениях. Тогда я сказала: «У нас есть истинный Бог. Зачем нам верить в другое?» И вылила бульон. Улан так и не выпил его. Бог его исцелил. Потом приехали онкологи для обследования пациентов.
Когда я попросил их проверить моего сына, и сказал, что у него был рак, они очень испугались. Тогда я сказал им: чего вы боитесь? Не бойтесь. Бог уже исцелил моего сына. Просто проверьте его, пожалуйста. Они согласились и сделали снимок легких. Потом с радостью сообщили, что легкие здоровы. Потом проверили почки, тоже здоровы. Когда сделали снимок печени, оказалось, что остались только 3 рубца от операций. Они очень обрадовались и подтвердили, что он полностью здоров. Мы стали прославлять Бога за это чудо. Мой родной брат работал водителем на скорой помощи в течение 15 лет. У него нет диплома врача, но он очень хорошо разбирается в диагнозах. И когда Бог исцелил моего сына, мой брат уверовал в Иисуса, потому что он понял, что это Божье чудо. Многие люди стали спрашивать: что это вы с ним сделали? Какие лекарства он принимал? Ведь врачи говорили, что у него рак и что он умрет. Каким образом он исцелился? И мы много свидетельствовали, что это Господь Иисус исцелил его. И люди очень внимательно нас слушали. Врачи не зашили Улану внутренности, они зашили только снаружи, и у него появилась грыжа. Когда мы сказали врачам зашить внутренности, они отказались. И сказали, что боятся это делать, и взяли у меня расписку, что я даю на это свое согласие. Через год его снова прооперировали, чтобы посмотреть печень, и сказали, что все отлично зажило. Спасибо Богу. Мы опекаем детей-сирот, и через эту болезнь Бог проговорил к нашему сердцу: смотри, как ты любишь своего сына, так и я люблю этих детей. Также Бог испытывал нашу веру. Он сказал: по вере твоей да будет тебе. И мы верили, и сын наш верил. В итоге Бог исцелил его. Мы не полагались только на человеческую мудрость, ни на лекарства, ни на другие средства. Только по вере исцелился наш Улан. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Словами легко говорить о вере, но проявить ее на практике, использовать свою веру – это другое. Легко сказать: я имею веру, но по-настоящему довериться, поверить и уповать на Бога – это совсем другое дело. В конце концов, Бог исцелил Улана. Я заболел в 2004 году. Прошло уже лет 10. Примерно раз в год в целях профилактики я ложусь в больницу. Я не могу поднимать тяжести, не могу делать тяжелую работу. Но сейчас у меня хорошее здоровье. В данное время я учусь на 5-м курсе. После окончания учебы буду переводчиком английского и корейского языков. Что же мы скажем Улану? Конечно, то, что ты, к счастью своих родителей, остался жив, очень радует и нас. Как было уже сказано, здоровье – это главное богатство. Мы желаем тебе и в дальнейшем здравствовать. Значит, тебе велено еще жить на земле. И твое рождение в этот мир, и твое чудное исцеление не было случайным. Тебе предназначено оставить какой-то след в истории человечества. Улан, пусть светлая надежда дает тебе уверенно идти вперед. Посмотрев на них, Иисус говорит: людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Библия от Марка 10:27.
Разве может быть, что молитвами можно мир менять, мертвых воскрешать? Да это так, я в это верю, живу для тебя. Разве может быть, что молитвами можно исцелять, мертвых воскрешать? Да это так, я в это верю, живу для тебя. Я так хочу историю этой земли творить. Я так хочу всем людям лишь истину говорить. Я каждый день буду опять в объятия твои, в объятия твои бежать. Да так может быть, если будем мы в твоем огне стоять, с истиной в руках, чудеса придут, ангелы встают. Будем я и ты историю творить. Да это так, я в это верю, живу для тебя. Я так хочу историю этой земли творить. Я так хочу всем людям лишь истину говорить. Я каждый день буду опять в объятия твои, в объятия твои бежать, в объятия твои, в объятия твои бежать, в объятия твои, в объятия твои, в объятия твои бежать, в объятия твои, в объятия твои бежать, в объятия твои, в объятия твои.